Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Всевышний Аллах в своем священном Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Ва ида са'алака ибади анни фа инни кариб». О Мухаммад, если же мои рабы спросят у тебя обо мне, скажи им: «Фа инни кариб», воистину я близок. «Уджибу да'вата да'и ида да'ан», что я отвечаю на мольбу тех, кто вызывает ко мне. «Фалястаджибу ли ва лю'мину би ла'аллахум яршудун», так пусть и они же, в свою очередь, ответят моему призыву и уверуют в меня. Поистине, они будут на истинном пути. Молитва для верующего – важный инструмент для достижения счастья и благополучия в обоих мирах. Его следует читать и понимать, что Аллах все знает, а также безгранично милостив и щедр. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, вас'алуллаха мин фадлих, инна Аллаха бикулли шайин алима». О рабы Всевышнего Аллаха, просите у Него из Его даров и щедрости. Воистину Всевышний Аллах знает всякую вещь. Из этих аятов мы прослеживаем, мы видим, что Всевышний Аллах побуждает нас, своих рабов, верующих, тому, чтобы мы взывали, делали дуа и просили у Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Аллах непременно отвечает на молитву, мольбу верующего, за исключением случая, когда человек начинает спешить, проявляя свою нетерпеливость словами: «Я молил своего Господа, но Он мне не ответил». В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва каля раббукум уду'уни астаджиб лакум». И сказал ваш Господь: просите у меня, и я отвечу вам. Ведь дуа, как говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является поклонением Всевышнему Аллаху. Посланник Аллаха говорит, алейхи салату вассалям: «Ад-дуа хуа аль-ибада». Поистине дуа, мольба Всевышнему Аллаху, является поклонением Всевышнему Аллаху. Лучшей молитвой дуа является, когда человек молится за самого себя, просит о чем-то конкретном у Бога для себя, а после уже для родителей и других людей. Что же из себя представляет дуа? Дуа, по сути, является просьбой у Всевышнего Аллаха именно того, что является пользой, благом для нас в этом мире и в следующем. А также это просьба у Всевышнего Аллаха огородить нас от вреда этого мира и наказания в следующем. Ведь мы, прося у Всевышнего Аллаха, говорим: «О Всевышний Аллах, воистину я Твой раб, немощен, и я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в том, что Ты или чем Ты меня одаришь. Я прошу у Тебя то-то и то-то. Воистину ведь Ты, Аллах, являешься самодостаточным, тем, в ком нуждаются все. Ведь Ты являешься Господом миров». Следует учитывать, что ответ Бога, Господа миров, на молитву может проявляться в самых разных формах. Например, человек быстро получит о том, что просит. Второе, просьба его трансформируется в Божью защиту от чего-то зловредного, сокрушительного, которое вот-вот должно было постигнуть этого человека. Или если реализация конкретной просьбы неуместна в контексте земной жизни, Аллах одарит молящего о ней соответствующими благами вечности. Мы, будучи рабами Всевышнего Аллаха, людьми, когда у нас кто-то что-то просит, то мы реагируем отрицательно. Но посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, говорит, что когда раб Аллаха не просит у Всевышнего Аллаха, то поистину Аллах гневается. Так пусть же мы чаще будем обращаться к нашему Творцу, потому что посланник Аллаха в другом хадисе говорит, алейхи салату вассалам, что тот человек, которому открыта дверь мольбы, дуа, просьбы Всевышнему Аллаху, поистину этому человеку открыты двери блага.
И этот человек является из числа тех людей, кому Всевышний Аллах отвечает на его мольбу. У каждого поклонения, у каждого хорошего действия есть свои желательные вещи. И желательными действиями дуа являются следующие действия, которые мы постараемся перечислить. В первую очередь раб Всевышнего Аллаха, обращаясь к Всевышнему, он должен быть искренним. Зная, что он обращается к Творцу Вселенной, что он обращается к Царю всех царей, что он обращается именно к Господу миров, самому наищедрейшему, самому наивеликому. Самое главное — сохранять уверенность в том, что всемогущий Аллах может вмиг реализовать и ответить на мольбы всех обитателей земли. Начиная свой дуа, желательно, ученые говорят, чтобы верующий начал с именем Аллаха. Далее, чтобы верующий воздал хвалу Всевышнему Аллаху, а дальше, чтобы он прочитал салават пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. То есть получается следующим образом: Бисмиллахир рахманир рахим, Альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулиллахи Мухаммади ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Или же можно на своем родном языке. Далее верующий обращается к Всевышнему Аллаху и просит свою нужду. Завершая молитву, завершая дуа, также желательно делать салават пророку алейхиссалату вассалам и воздать хвалу Всевышнему Аллаху. Также из тех желательных вещей, которые должны присутствовать во время дуа, ученые говорят, что это аль-якин, уверенность, будучи уверенным, что Всевышний Аллах ответит на мольбу. Потому что в одном из хадисов посланник Аллаха говорит, что Всевышний Аллах не отвечает на мольбу того человека, который не верит в то, что ему будет ответ. Одним из важных моментов в дуа, который необходимо обратить внимание, как сказано в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда верующий человек, мужчина или женщина, поднимая руки, просит у Всевышнего Аллаха за своего брата или же за свою сестру, то непосредственно за этим человеком стоит ангел, который просит у Всевышнего Аллаха: «О Аллах, даруй этому своему рабу того же, что он просит своему брату или же своей сестре». Исходя из этого хадиса, праведные предшественники всегда говорили: когда мы нуждались в чем-то и обращались к Всевышнему Аллаху, чтобы Всевышний Аллах решил эту проблему или же даровал нас именно каким-то определенным благом, прежде всего мы просили у Всевышнего Аллаха подобное для наших братьев и сестер. В одном из хадисов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что тот человек, который попросит у Всевышнего Аллаха прощения за верующих, то этот человек получит вознаграждение от Всевышнего Аллаха за каждого верующего человека. Если, к примеру, взять сегодняшнее количество мусульман в среднем 1,5 миллиарда человек, и если верующий обратится к Всевышнему Аллаху с просьбой о милости и прощении верующим, то по милости Всевышнего Аллаха этот человек получает огромное вознаграждение от Всевышнего Аллаха. И поэтому верующий человек всегда и постоянно должен обращаться к Всевышнему Аллаху, особенно за своих братьев и сестер. На сегодняшний день каждый обязан обратиться к Всевышнему Аллаху, чтобы он улучшил положение мусульман во всем мире, и особенно тех наших верующих братьев, которые оказались в кризисе в секторе Газа. Да помилует нас всех Всевышний Аллах. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.